Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: что будет происходить в вашей жизни уже сейчас? Посмотрим на сегодня, завтра, послезавтра. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же будет происходить? Ну, здесь много событий вышло, и все такие, знаете, интересные, необычные, интенсивные. Во-первых, у вас ускоряется ритм жизни, темп жизни ускоряется. Какая-то нагрузка, какое-то внимание, еще вижу какое-то ваше вовлечение в какую-то ситуацию, либо увлечение какими-то людьми. Смотрите, начнем с того, что здесь появляется какая-то новизна, либо обновление с чем-то совершенно новеньким, либо с кем-то совершенно новеньким. Вам просто по судьбе встретиться, опять же, сегодня, завтра, послезавтра. Человек, либо ситуация вас крайне заинтересует. Такого еще не было. Это будет необычно, это будет фантастично. Вы прям увлеченно этим займетесь, либо увлеченно начнете знакомиться с каким-то человеком. Здесь вы почувствуете себя ребенком, перед которым открывается что-то такое необычное, диковинное, непривычное. Очень интересно будет, очень занимательно, и здесь какая-то еще положительная смысловая нагрузка идет. Опять же, новый человек, либо какое-то новое дело. Здесь вы в сплошном плюсе, в сплошном позитиве и интерес, который будет полностью удовлетворен. Дальше, мои хорошие, здесь два препятствия на вашем пути. Препятствия, которые вы не просчитали, либо не узнали, что может быть такая ситуация. И вам здесь придется, грубо говоря, в критических условиях принимать какие-то важные решения для того, чтобы эти препятствия обойти, пройти, перескочить. Будет очень интересно, понервничайте, куда ж без этого. Но вы с этими двумя препятствиями точно справитесь. То есть и обойдете, и пройдете, и потом, знаете, еще ручкой помахаете им на прощание. Так, с левой стороны непростой разговор. Непростой разговор на очень важную для вас тему. Здесь вам придется кому-то что-то просто доказывать. Не рассказывать, не объяснять, а доказывать. Вот человеку как маленькому, разжевывать информацию, объяснять, что там 2 + 2 = 4. Вот из такой серии. Держите себя в руках. Знайте, что вы, как нервные клетки, они практически не восстанавливаются, либо восстанавливаются в каких-то крайне малых количествах. Старайтесь не опускаться до крика. Старайтесь действительно всю свою выдержку, весь свой такт применить. Объясняйте, как знаете, как понимаете, но убедитесь, что человек понял. Как только вы убедились, что человек вас понял, тогда разговор может считаться законченным. Так, следующий момент. Кому-то будете деньги давать. Либо своим близким будете давать, либо за что-то отдавать. Прям, знаете, отдаете. Из кошелька достаете и отдаете. Либо карточкой расплачиваетесь, с своего счета расплачиваетесь. Будет грустненько. Будет грустненько, но при этом вы либо какую-то пользу делаете, либо что-то очень важное и полезное покупаете. То есть вы себя тут и утешить сможете, и успокоить, и все-таки с этими денежками как попрощаетесь. Так, еще. Здесь какие-то звоночки. Звоночки в дверь могут звонить, и также в телефон. Телефон может звонить. Постоянно какие-то звонки какого-то беспокоящего характера. То никто не звонит, не пишет, в гости не приходит, не заглядывает, а тут прям день сумасшедший. Постоянно кто-то то в дверях, то на телефоне у вас висит. Вас прям раздражать это начнет. Но опять же, держите себя в руках.
Следующий момент. За кого-то придется работать. За кого-то, либо для кого-то. Ну, если за, то, скорее всего, кто-то заболеет, приболеет, почувствует себя плохо, в командировку, может быть, человек уедет. И вам придется и за себя, и за того парня. Если мы говорим на кого-то, опять же, да, может быть, близкий человек какое-то поручение даст, либо там друг, подруга попросит что-то вас сделать. И да, вы будете делать, и даже если вам некогда, и даже если вы будете злиться на этого человека, все равно будете делать. Ну, вот такой вы ответственный человек. Так, еще здесь цветок у вас такой расцвел. Цветок. Но это не с вашей стороны, это к вам расцвел цветок. Поймайте новую симпатию. Кому-то вы очень понравитесь, кто-то вами очень сильно впечатлится, и человечек либо подойдет познакомиться, либо будет посылать вам такие сигналы, да, а ты мне нравишься, а я не против с тобой познакомиться, а подпустишь ли ты меня? Вы это все будете считывать, и вас это все будет забавлять. Вот интерес другого человека к себе вы очень быстро считаете, и это, кстати, поднимет вам настроение. Так, следующий момент, воспитательный момент. Но воспитывать почему-то будут вас на работе, либо в семье даже, да, вот кто-то будет прям вас воспитывать и говорить, ну вот так делать нельзя, да, либо нужно делать вот так и так, а ты не так делаешь. Кстати, будет очень сильно раздражать. Вы же не маленький ребенок, чтобы вас воспитывать, правильно? Правильно. Вот. Ну, держитесь, терпите, это недолго. Если близкий человек, стерпите, если начальник, стерпите тем более. Да? Не надо провоцировать скандалы, не надо вот это, типа я сама знаю, зачем вы лезете в мою жизнь, да я лучше вас работаю. Не надо этого делать, воздержитесь. Подумайте о чем-то приятном. Старайтесь представить, что вы в наушниках и слушаете какую-то приятную музыку. Человек повоспитывает и уйдет, а вы дальше продолжайте делать то, что вы делали. Так, кто у меня в паре в браке? У кого мужчина рядом? Под боком мужчина. Мужчина чем-то будет удивлять. Тут удивление такое двоякое. С одной стороны, вау, ну надо же, а с другой стороны, что правда, да? Ты действительно такой, либо ты действительно так думаешь. Какое-то странное поведение, я бы даже сказала, детское поведение. Может быть, вы думаете, что рядом с вами там мужичара, такой сильный, умный, смелый, а он вам как что-то скажет, а вы аж ахнете, скажете, ну надо же, Господи, с кем я живу, да? С кем я в отношениях, с кем я в браке. Ну, бывает, да, девочки, все бывает. Зато вы лучше начнете понимать его поступки и мотивы. Он и правда иногда ведет себя, ну, как ребенок. А вы думали, о чем так себя ведет? А тут вам все расскажет про себя, про свои мысли, про свои желания. Вы скажете, ах, ребенок, так и не вырос. Так, еще, девочки, мужчина, несмотря на то, что он ребенок, он ухитрится где-то что-то заработать в денежном эквиваленте, какую-то денежку заработать, подработать. Может быть, кому-то что-то пойдет, поможет, да, могут заплатить. Может быть, какую-то премию ему выпишут. Может быть, где-то ему там удастся в командировке сэкономить. Может быть, ваш мужчина где-то работает, да, например, там, вахтовым методом в другом городе, на каком-то объекте отдаленном. Здесь мужчина может прислать вам денежку. Либо дать наличку в руки, либо прислать вам там, на карточку, переводом. И это будет очень приятно. Может быть, вы просили, ждали, а может быть, вы вовсе ничего не просили и не ждали. И вот он по своей инициативе дает вам денежку, говорит, ну иди потрать на себя. Да, либо иди купи себе что-нибудь. Либо вот у меня там лишнее завалялось, я хочу тебе отдать. То есть это будет приятно, все-таки плюс. Как бы вы его там не ругали, но все равно, видите, денежка, он помогает. Так, следующий момент. Здесь какой-то неприятный человек, неприятной наружности, либо в принципе неприятный, отталкивающий по характеру, по наружности, у каждого по-своему отыграется, сделает для вас доброе дело. То есть вы на этого человека смотрите и думаете, фу, не люблю я этого человека, да, не нравится мне этот человек, либо какое-то воспоминание нехорошее у вас есть по поводу этого человека. То этот человек возьмет и что-то хорошее сделает, поможет в чем-то, подскажет, да, вот как-то себя проявит в вашу сторону. Вы скажете, фу, как обманчиво, да, первое мнение, либо как обманчивая наружность. Да, вам будет приятно на самом деле, приятно, и так тепло на душе станет. Только вы не благодарите этого человека там особо сильно, там достаточно просто сказать спасибо, потому что этот человек, он
Ну, он такой какой-то странный, одиночка, сам в себе. Он не любит лишнего внимания. То есть, если вы там начнете хоровод водить вокруг этого человека, там говорит, какой ты добрый, какой ты классный, человек может просто неправильно понять и больше не появляться на вашем жизненном пути. Избегать вас, одним словом, да, потому что он не любит такого внимания к своей персоне, либо она не любит, если это женщина. Так, транспорт. С транспортом могут быть какие-то неприятные истории. Девочки, транспорт может задерживаться, опаздывать, ломаться, ехать не туда, да, могут быть всякие столпотворения в транспорте. Имейте это в виду. Если у вас какие-то очень серьезные и важные дела запланированы, выходите заранее, причем намного заранее. Лучше вы придите, подождите, чем вы будете бежать, опаздывать, да, и в какую-то прям неприятную ситуацию попадете. Так, почему-то мне выходит одежда, какие-то вопросы с одеждой. Либо вы будете подбирать себе одежду. Ну, допустим, да, такая дилемма, что одеть. Это мало, это велико, это уже не по сезону. А у кого-то будет проблема купить, может быть, какую-то одежду для себя, для детей. Да, может быть, подарок вы кому-то хотите сделать, купить одежду. Да, будете вот прям бегать, искать, подбирать. Прям как озадачит вас эта тема. Тема одежды вас реально озадачит. А кто-то, кстати, будет перебирать свой гардероб. Может быть, вы как смену сезона делаете. Там, летние варианты вы убираете, типа осенне-зимние вы достаете. Много времени на это потратите, очень много, гораздо больше, чем вы, например, планируете. Так, с детьми придется повозиться. Мальчика капризного мне показали, ну очень капризный. Либо что-то будет просить, вот купи и все, да, до истерики. Либо какие-то другие капризы будут именно у мальчика. Значит, девушки, мужчины, научитесь реагировать правильно на своего ребенка. Научитесь с детьми разговаривать и объяснять. Не смотрите, что он маленький. Он все понимает. Главное, чтобы вы разговаривали таким серьезным голосом, как со взрослым. И говорите то, что вы думаете, то, что считаете нужным. Не надо потакать этим капризам и не надо строгость проявлять, что ах, ты капризничаешь, ах, ты так, я у тебя заберу это, либо в угол пойдешь, либо еще что-нибудь. Вот этого делать не надо. У ребенка либо кризис возраста, да, ведь в разные периоды бывает, там в 3 года, в 6 лет, в 9 лет, потом там 12, 16, да, вот как там шаг есть. Кризисные моменты. И второй момент, у ребенка может быть очень серьезная психоэмоциональная нагрузка там, в школе, в садике, среди сверстников. Да, и не выдерживает. Психика ребенка не выдерживает. Отсюда вот эти капризы, отсюда эти истерики и такое поведение. Что касается девочек, здесь немножко другое. Девочка ревнует, девочке вас не хватает. Девочке нужно больше внимания, больше ласки, больше времени вместе. Если вы работающая мамочка, ой, девочки, напрягайтесь, ищите время, хотя бы выделяйте, я не знаю, там часик, да, вот чтобы вы и ваша дочка выделяете на это время. Это нужно, это обязательно. Тут уж ничего не поделаешь. Отговорки не помогут, объяснение ситуации тоже не поможет. Но девочка очень любит вас, и она действительно в вас очень нуждается. По поводу здоровья хочу вас предупредить. Возможно, вы почувствуете першение в горле. Также может быть состояние отечности, вот нос, уши, да, какие-то такие симптомы. Тут не пойми, что то ли аллергия, то ли простуда. Поэтому берегите свое здоровье, адекватно реагируйте на все изменения в самочувствии, принимайте меры и не отмахивайтесь от этой ситуации. Здесь можно лечить, не так, здесь не можно, здесь и можно, и нужно лечить, причем сразу, чтобы не было каких-то более печальных последствий, да, либо длительного больничного. Поэтому имейте в виду и сразу действуйте. Вот почувствовали першение в горле, сразу какой-нибудь спрейчик, полоскание, да, не любите лекарства, можно пополоскать там содой, солью, да, есть там и народные методы, способы, там травы всякие применить, но на самотек всю эту ситуацию пускать нельзя, ни в коем случае. За собой нужно следить, себя нужно лечить. Так, и еще, кто хотел сесть на диету, кто думал о диете, кто себе нашел диету, кто уже подготовился, самое лучшее время.
Мои хорошие, это просто прекрасный старт. Но вам к диете еще нужно добавить какую-то активность. Тогда процесс будет гораздо быстрее, и вы прям будете его видеть, вы будете ощущать, это будет вас очень здоровски мотивировать, и вы на правильном пути, мои хорошие, просто на правильном пути. Так. Здесь очень важная птичка прилетит. Либо человек сам по себе очень важный в вашей жизни, либо человек занимает какую-то, ну, серьезную должность. Человек может быть человек, который влияет и либо решает какие-то очень важные вопросы. Вам весточка прилетит, весточка хорошая, весточка о добром прилетит. То есть могут что-то разрешить, одобрить, подписать, назначить, выписать, да, вот в таком ключе. То есть со словом плюс, да, 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 вы получаете да, не отказ, а да. Так. Здесь кто-то очень скучает по кому-то. Мужчина либо женщина по кому-то очень сильно скучает. Скучает, переживает, ностальгия какая-то идет. Минутки хандры у вас будут, да, минутки, либо часы даже. Мои хорошие, вместо того, чтобы хандрить, вы лучше возьмите и сами напишите этому человеку, либо созвонитесь с этим человеком, либо через кого-то передайте, да, что вы скучаете, что вы хотите пообщаться. Не на то вы тратите время. Зачем хандрить, если все можно делать и решать? Так. Здесь девушка на одной ножке крутится. Просто, вы знаете, как балеринка такая, крутится на одной ножке. Скорее всего, с работой связана. Работа, забота, дела. Да? Кто-то работает, кто-то сам на себя работает, кто-то весь в делах. На одной ножке, понимаете? Просто, вот везде и сразу. Вы всех своих знакомых, окружающих очень сильно удивите. Тут вами откровенно будут люди восхищаться. Да? Потому что это просто невероятно. То, что вы делаете, либо то, что вы умеете. Так, еще вы должны знать о каком-то, ну, типа подарки. Это может быть и подарок, и может быть что-то вам данное в виде подарка. Либо сделанное для вас. Да? Для вас кто-то что-то сделал, скажет, ну, это тебе подарок. Здесь какой-то человечек, ну, очень готовится и хотел бы вам угодить. И я вам скажу так, этот человек вас действительно удивит. Удивит своим подарком, либо удивит своим поступком в вашу сторону. Так, еще кто у меня запланировал какую-то дорогу? Куда-то вы собрались ехать с кем-то, либо кому-то, либо зачем-то вы собрались ехать. Дорога. Дорога будет, но она у вас, знаете, какая-то затяжная. Скорее всего, в этой дороге вы потратите гораздо больше времени, чем планируете. Либо в гостях там засидитесь, либо, ну, сам маршрут он какой-то прям такой растянется. Вот, имейте это в виду и всегда планируйте несколько часов плюс, да, на всякие там непредвиденные события, ситуации, случаи. Это не плохое, это хорошее. Ну, например, вы кому-то приехали в гости, вам так хорошо, так приятно, и вы не хотите уезжать, да, вы сидите там, болтаете, не замечаете, как время летит. Потом вы возвращаетесь. Хотя до этого планировали потратить гораздо меньше времени на этот визит. Так, кто будет ездить на даче, на свою дачу, например, там, загородный домик, проверяйте все замки и двери. Потому что у вас может произойти такая ситуация, что вы отъедете, причем так значительно отъедете, а потом начнете думать лихорадочно, а закрыла ли я двери, а закрыла ли я окна. Да? И вплоть до того, что будете назад возвращаться, чтобы это все проверить. Поэтому лучше сделайте все сразу. Лучше возьмите свой смартфон и запишите это на видео, чтобы потом у вас не было вот этой паники и страха, что да, что-то вы не сделали, либо не доделали. Так, еще кто-то найдется. Какой-то человек найдется. Смотрите, может быть, вы какого-то конкретного человека искали, да, вот как потерялся, заблудился, не выходит на связь. Либо вам нужен был, ну, допустим, какой-то специалист, там, мастер по ремонту, доктор, да, найдется такой человек, который был вам нужен. И вы этому будете очень-очень сильно радоваться. Прям скажете, фух, ну наконец-то я тебя нашла, да, я так долго искала. Так, и еще важный момент, который я должна отметить. Здесь какая-то доля везения.
Везение, но оно такое, знаете, на 50%. 50% это ваше усилие, работа, активность, и 50% вам накидывают сверху в виде там, везения, в виде удачи. Мои хорошие, ну, помните, что удача любит смелых, поэтому 50% вам придется ложить наперед. То есть вы начинаете что-то делать, активно делать, высшие силы это видят, говорят, поможем. И вам, значит, посылают удачу и везение. Само не придет, не приплывет и не приползет. Да? Всегда нужно начинать первой, начинать с какой-то повышенной активности. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем вам самого наилучшего. Всем пока-пока.